Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Жара у нас также продолжается. Вышла я немножко на свежий воздух. Дома очень жарко. На улице хоть немножко, да, есть ветер сегодня. Поэтому чуть-чуть стало легче. Дождя нет. Когда немножко похолодает, неизвестно. Очень жарко. Жарко, когда дома особенно что-то испечешь, что-то готовишь. Дома у меня кондиционера нет. В будущем планирую поставить кондиционер. Наверное, в следующий год весной. Очень жарко. Спустила я соленье в подвал. Там очень-очень хорошо. Прохладно. Не хочется оттуда выходить. Но в подвале-то постоянно сидеть не смогу. Пусть лучше будет холодно, чем жарко. Когда холодно, можно одеться. А когда жарко, хоть одевайся, хоть раздевайся, все равно жарко. Ничего не меняется. Что-то говорят, что и в сентябре будет такая же погода. Будет жара. Я не знаю, что будет с саженцами, если будет такая жара. Все, наверное, высохнет. Я очень жалею растения. Они ведь пить не могут. А мы, если захотим пить, сможем пить. Все в огородах и в лесу все желтеет. Как будто уже золотая осень. Петя, привет. Как дела у тебя? Такой гордый, важный стоит. Посмотрите, тоже жарко. И курочки здесь собрались. Вон же у вас еда есть, водичка есть. Идите кушайте. Какой гордый он, статный, важный. Бережет своих жен. Молодец, петушок, золотой гребешок. Слушает, стоит. Когда захожу яйца собирать, ругается, крутится. Не хочет, чтобы я яйца собирала. Какой он красивый. Красивый мужчина. Ой, какой молодец. Посмотрите, вчера только открылись бутончики розы. И сегодня все уже сохнет. Как быстро все портится. Самые выносливые, мне кажется, астры. И вот такой цветочек. Петунии. Скоро вот эти розочки тоже зацветут. Посмотрите, красота какая. Цвет такой нежный, приятный. А здесь у меня желтые розы. И бутончиков много. Я не знаю, как называется вот этот цветок. Я все вам показываю. Когда солнышко открывается, как начинает садиться солнышко, так и закрывается. Как подсолнух. Тоже цветочки, ярко-оранжевый цвет, красивые цветы. Здесь я готовлю сок. Натуральный сок, сок-концентрат. Здесь у меня яблоки с вишней. Это у меня соковарка. Я нарезаю яблок, перемешаю с вишней и варю. Потом закатываю. У меня дома жарко, конечно, жарко. Варится у меня сок. Пекла я булочек детишкам. Пекла я пирог яблочный. Вот поэтому у меня дома жарко. Нарезаю вот на такие кусочки яблоки. Кладу в соковарку. Сок вытащить вкусный. Яблоки и вишни сварятся. Что остается, протираю через железное сито. А что совсем остается, отдаю курам, уткам. Перемешаю комбикормом. Вот так пропускаю через сито.
Здесь остаются кожуры, семена. Очень все густо получается. Вон, посмотрите. Я сахар не добавляю, потому что у меня яблоки сладкие. А можно и сахар добавлять, кому как нравится. Но я с сахаром сделала, а теперь сделаю без сахара для себя. Смазываю подсолнечным маслом лист. И застилаю повидло. В этом году яблок очень много. Потихоньку вот так застилаем. Вот таким образом будем сушить. Здесь у меня дегидратор Оверхоф. Включаем. На 7 часов. За 7 часов у меня пастила высохнет. У меня еще 2 листа с бортиком. Очень удобно. Я уже много-много сделала пастилы. Даже не слышно, как работает дегидратор. Внутри вентилятор. Видите? Ставишь нужную программу, потом остановится, когда высохнет моя пастила. А теперь продолжу дальше. Вот второй лист. А в таких сеточках можно сушить. Можно, например, этих же яблок сушить. Вот так закрываю крышкой и закатываю. Сок яблочно-вишневый. Пока закрываю на 2-литровых банках, потом закрою в маленьких банках 2-литровых. Буду открывать, когда придут гости. Здесь концентрат можно разбавить. Кто-то 1 к 3, кто-то 1 на 1 разбавляет. Вот эта закрутка мне очень понравилась. Действительно очень хорошо закрывает. Такой сок горяченький. Здесь без сахара. Когда мне надо, сколько надо, столько добавлю сахара, когда открою я. Кому-то нравится, когда сахара много, кому-то нравится, когда мало. Разбавляю я всегда кипячено-охлажденной водой. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всем здоровья, счастья, удачи, семейного благополучия. Пока-пока. До следующих встреч.